Тысячи людей на одной лыжне. Цель каждого – ощутить себя частичкой чего-то большего. Так, в Казани стартует самая большая в стране лыжная гонка «Лыжня России». В 15-й раз она объединяет и россиян, и даже гостей из других стран. Джайрадж Джайрамен родился в Индии, но уже 4 года подряд он на российской лыжне. У нас вообще снег нет в Индии. Снег видели, но хочу кататься. Но первый раз упал много раз. А потом чуть-чуть уже готовили, а потом сейчас хорошо катается. Не одну лыжню на своем веку прошел старожил Казани Рамазан Шамсуддинов. Больше полувека на лыжах. Помнит, какими были заезды много лет назад. Тогда на профсоюзно-комсомольские кроссы тоже выходили целыми районами. С тех пор и осталась добрая привычка не забрасывать лыжню. Уезжаю из дома, уезжаю в 10 часов и приезжаю где-то 1:30. Мне хочется пожелать вам всего самого доброго. Вперед! Забеги в Казани проходят по нескольким маршрутам. Есть круг на 2 и 5 километров. Есть отдельные забеги для ветеранов, учащихся, работников предприятий. И здесь в Юдино профессионалы и любители, ветераны, даже самые начинающие спортсмены. Стоит взглянуть на масштабы, и становится ясно, что это, наверное, самый большой поток лыжников в этом году. Лыжня России, лыжня Татарстана, конечно, собирают огромное количество любителей. В основном это все-таки такой массовый старт. Вот мы планируем, что только в Казани сегодня на 3 площадках выйдет более 20 тысяч человек. Ну, это здорово, это такая хороший тренд, хорошая тенденция, это здоровый образ жизни. Я люблю тебя, Нурлат! Лыжня России – это день, когда на свежем воздухе собираются стар и млад, друзья и коллеги. Так забеги проходят в Нурлате. За активное участие подарки, за победы, медали и пьедестал почета. Люблю кататься на лыжах, потому что люблю занимать первые места. В этом году проводится уже 37-й раз. И участвует у нас в этом году более 1000 участников соревнований. По данным Министерства спорта, в этом году на лыжню в Татарстане вышли почти 172 тысячи человек. Забеги прошли во всех районах Татарстана. Так, почти на лоне природы. Это было в Нижнекамске несколько дистанций от 1,5 до 5 километров. Сегодня прекрасная погода. Спасибо, кто организовал сегодняшнюю лыжню. Погода вообще прямо как будто бы специально. Ни снега, вообще все организовано очень хорошо. Как и прежде, главное не победа, а участие, активность и еще общение. Как, например, в Альметьевске. Привычно к лыжне жители начинают готовиться за несколько недель. Берут лыжи, обзванивают друзей. Я каждый год участвую. Пришел сюда потому, что иногда бывает не только удовольствие получишь на лыжах побегать, а лет 10-15 человека не видел, и вдруг смотришь, он на лыжне. Красота! А специально ведь и вряд ли встретишься так. Это общение для такой, как я, особенно все время дома, а это общение с коллегами, с друзьями. Все равно много кого встретишь, знакомых. В общей сложности праздник охватил более 20 тысяч альметьевцев. И это большой нам плюс к тому, к той работе, которая проводится сейчас по популяризации лыжного вида спорта. В планах Минспорта Республики сделать лыжи еще популярнее, а забеги еще масштабнее. Одна из задач на будущее – расширить географию лыжни России. В этом поможет открытие новых лыжных баз. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, Гульназ Хасаншина, ТНВ, 7 дней.